В декабре 1905 года в России в рамках Октябрьской всероссийской политической стачки была объявлена Всероссийская железнодорожная политическая забастовка. 8 декабря этого же года к ней присоединяются и железнодорожники Владикавказской железной дороги. В тот же день на станции Грозный состоялось собрание, которое вынесло решение о присоединении к политической акции. 13 декабря силами казачества был организован антизабастовочный поход на станцию Гудермес и Грозный, который, как считается, и разгромил ее. Однако политическая акция продлилась до конца декабря, пока 25 декабря не было принято решение стачечного комитета ее прекратить и приступить к работе. В июне 1906 года в Грозном прошел суд, на котором выездная сессия Тифлисской судебной палаты предъявила 18 участникам забастовки обвинения в организации вооруженного восстания и осудила их к различным срокам заключения. В 1909 году родился знаменитый лирик, физик, поэт и литературовед Магомед Салов Гадаев. Из 63 лет своей жизни 30 он проведет в тюрьмах и лагерях, и все, что удастся ему написать, будет написано в советских острогах. В 1913 году его семья переехала в село Герзель-Аул, где Магомед Салов окончил семилетку и был направлен на учебу в Ростов-на-Дону, на рабфак. После его окончания способного выпускника оставили на работе в аппарате крайисполкома, но он вернулся в Чечню. Гадаев работал в различных органах исполнительской власти, а в конце 30-х годов стал научным сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории языка и литературы. Он занимался фольклорными и космологическими исследованиями, однако работать над ними ему пришлось недолго. В начале 40-х годов 20 века Гадаев был арестован по стандартному в то время обвинению в антисоветской агитации и участии в организации национал-троцкистского толка и был осужден. Уцелевшие произведения автора свидетельствуют о нем как о крупном ученом и талантливом литераторе. 13 декабря 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик о снятии ограничений с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении. Этот указ взбудоражил остальных спецпереселенцев. Крымские татары, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и другие буквально атаковали местные власти, МВД, прокуратуру вопросами о том, когда выйдет такой же указ и в отношении этих народов. Указ о снятии чеченцев с учета спецпоселений Президиум Верховного Совета СССР принял лишь 16 июля 1956 года и при этом установил, что снятие с учета не влечет за собой возвращение имущества, конфискованного при выселении. В 1957 году Чечено-Ингушская ССР была восстановлена. После 13 лет ссылки войнахи устремились на родину. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекал болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководителями РСФСР, Беларуси и Украины подписаны соглашения, которые констатировали прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик как субъекта международного права и декларировали образование Содружества независимых государств. После подписания Беловежского договора Российская Федерация стала правопреемником Союза Советских Социалистических Республик и независимым субъектом международного права. С конца 1991 года в ходе распада СССР в Москве, как и в столицах бывших союзных республик, были слишком заняты поспешным разделом союзного имущества, чтобы уделять должное внимание событиям на собственных окраинах. Эти и последующие события самым прямым образом сказались на дальнейшей общественно-политической жизни Чеченской Республики, в которой буквально через 3 года, в декабре 1994 года, вспыхнул вооруженный конфликт. 12 декабря Россия отмечает праздник День Конституции Российской Федерации. Основной закон был принят в 1993 году в ходе всенародного голосования. Как отмечается в преамбуле Конституции, ее принятие связано с возрождением суверенной государственности России и утверждением незыблемости ее демократической основы. В Чеченской Республике ежегодно 12 декабря проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации.